По данным наших историков, которые проводили исследования в Хангаласском улусе, большая площадка была. Это Павел Леонович Казарян в первую очередь. Он на основе архивов доказал, что уже с 1738 года начал основываться Иркутско-Якутский почтовый тракт. То есть достаточно длительный период. Сюда приехали из губерний, из Сибири, из центральной России служивые люди. Это были ямщики, содержатели почты, которые здесь основали почтовые станки, пахали землю, работали на тракте и тем самым связывали отдалекую глубинку, это наш Хангаласский улус, с центром. Очень много помогли развитию всего российского региона, поэтому нынешним, именно в эту бытность, в наше время, в современное, наша задача стоит, чтобы совместно с общественной организацией «Потомки государевых ямщиков», совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, с нашими знаменитыми краеведами проводить работу по сохранению культуры и традиций, истории предков, потомков государевых ямщиков. И вот «Потомки государевых ямщиков», общественная организация республиканская «Потомки государевых ямщиков», возглавляемая Анатолием Анатольевичем Добрянцевым, как раз проводит эту работу. И последним таким капитальным трудом, 20-летним трудом, стала большая работа. Главным рецензентом, главным зачинателем стал краевед, лауреат премии Кирилла и Мефодия, почетный житель Хангаласского улуса, почетный строитель Российской Федерации Анатолий Дмитриевич Соколов. Поэтому всем я рекомендую прочитать эту книгу, руководствоваться этой книгой, и молодое поколение, чтобы взяло эстафетную палочку. И наши мечты, конечно, связаны с Северо-Восточным федеральным университетом, чтобы молодые аспиранты, которые только-только выпустились, конечно, было бы очень здорово, если бы это были хангаласцы, они бы взялись за это дело и продолжили диссертационные исследования. Поэтому мы все на это надеемся и желаем, чтобы это сбылось и в добрый путь.